Всем привет, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на телеканале Якутия-24. Сегодня я нахожусь в спортивном зале. Возможно, многие из вас подумают, ну спортзал и спортзал. На самом деле это необычное место. Это не связано с фитнесом, это не связано с лечебной физкультурой, это кинезиотерапия. Что же это такое? А самое главное, кому показано это, узнаем сегодня. И меня уже ждет руководитель физкультурно-оздоровительного центра «Кинезис» Андрей Иванович. Пройдемте. Андрей Иванович, здравствуйте. 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 Ну, расскажите нам для начала вообще, что же такое кинезиотерапия? Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, кинезиотерапия – это лечение мышечных дистрофий с помощью локальных тренажеров силового характера и с помощью тренажеров с МТБ Бубновского, где много мы делаем разных растяжек. Здесь идет антигравитация. Снимаем нагрузку суставов и только работаем мышцами. И за счет мышц, когда мышца работает, в мышцах весь пучок проходит сосудистый пучок. Нервы, артерии, вены проходят там. И когда человек занимается, мы занимаемся объем и скорость кровотока, улучшаем человека. Ну, восстанавливаем полностью кровь. И большой и малый круг мы работаем. К нам люди приходят уже как бы с проблемой с острой болью, допустим, мы тоже занимаемся. Берем все работы, идем через боль. Когда работает человек через боль, это нерв дал команду мышцам, головному мозгу, что там проблема. И поэтому нету крови. И мы стараемся загнать в эту зону боли кровь, и боль уходит. Много делаем, когда растяжки делаем, да, это, конечно, болезненно бывает, когда человек делает. Но когда человеку сильно больно, мы ложим холод, препараты никакие мы не употребляем. Но обычно люди к нам уже приходят после как бы стационаров, такие, ну, как бы... То есть с какими-то проблемами, правильно? Да, понятно. Ну вот тогда вопрос, с какими основными, да, такими моментами сталкиваются люди, которые вот именно необходим вот тот самый кинезис? Ну, в основном люди сейчас остеохондроз, человек сел, стоит, сидит. Проблема уже века. Стул, стол, руль. Пришел домой, ничего не делает. Раньше люди много двигались, меньше болели. А сейчас уже смотришь, в 13 лет у него есть, у человека даже молодого, остеохондроз, сколиоз, инсульты люди даже получают, девочки, мальчики. Мало движений, сидят люди. Много стрессов, стресса же много. Вот вредные привычки многие, статика, гиподинамия. У человека за все отвечает мышечная система, транспорт, поставки микроэлементов ко всем нашим внутренним органам и к суставам в том числе. И когда все это работает, метаболизм, все, остатки не нужно, выходит из человека. И когда мышцы хорошо работают, человек здоров. А когда он, допустим, таблетку выпил, ну, вроде маленькая вся обезболила, а проблема осталась. И потихоньку с годами человек начинает сохнуть, и до 40 лет ничего не случилось, а в 40 уже все. Тут, там болит, и чем больше пьем препаратов, чем больше человек болеет. То есть возникает следующий вопрос. Это все-таки профилактические цели или мы здесь проходим курсы лечения? И профилактика, и как бы человека мы восстанавливаем. Восстанавливать. С проблемой пришел, да. Вот компрессионный перелом, треснул позвоночник, человек ходит, ничего с ним не случилось. А его ложат в постель, корсет одевает. Ему заниматься надо. Снять гематому, глубоких мышц массажем, плюс занятия делать на тренажерах. То есть при компрессионном переломе позвоночника вы занимаетесь на тренажерах? Да. Тогда как в больнице говорят полный покой 21 день. Ну что значит покой? Лег, пить таблетки, уколы, капельницы, а у него все работает. Но бывают такие переломы компрессионных, человеку-то операцию сильно делать надо. Да, это очень бывают серьезный такие серьезные, да, когда там уже переломы и обрыв спинного мозга, а когда человек просто ушиб сильный, гематома глубокая, ее надо рассосать, как насос, качать. Плюс диафрагма, когда работает, идет хороший отток крови и лимфа работает. А просто я сталкивалась с этим, у ребенка был компрессионный перелом позвоночника, и нам как раз вот прописывали полный покой 21 день, затем корсет на протяжении 3 месяцев, да. По истечении времени, если травма была достаточно давно, и вот вдруг мы узнали о кинезисе, здесь кинезиотерапия поможет или все-таки она помогает только на начальном этапе? Поможет. Поможет. Потому что ребенок развивается до 13 лет, идет зона роста. Вот сколиозы некоторых детей приходят, здесь сейчас девочка пришла, 10 лет, у нее сколиоз, сейчас обратный сколиоз. До 13 лет его можно исправить, но после 13 зона роста кончается уже, только мы можем мышцами поправить, а кость уже не управляем. То есть до 13 лет дети могут поправить все, что связано с костями, с осанкой и так далее, да? Поговорим о пожилом возрасте. Остеохондроз, да, приходят. Еще какие основные проблемы? Остеохондроз, остеопороз, артрит, артроз. Но бывает даже гипердиагностика, ставит человеку артроз сустава. На самом деле у него артрит, там 4 степени артрита идет. 1, 2, 3, потом уже артроз, там когда деформация идет костей. И смотришь, коленка сгибается полностью, ему ставят гонорартроз, там 3 степени, когда уже деформация колена там идет, допустим. Этого нету. Ну, гипердиагностику делают,
И люди потом ходят на таблетки всякие разные, там мази ставят себе. То есть, если взять небольшую статистику вашего заведения, самый маленький ваш 10 пациент лет. или клиент, как правильно называете? 10 лет мы берем. 10 лет. Ну, И- можно и раньше брать, перебивался. Ага. А самый пожилой? Вот ходит, 86 лет ходит. 86 лет и ходит и занимается. Да, у нас уже люди годами многие ходят. То есть, смотрите, у вас такой интересный спортзал, который не только в рамках этого, да, помещения работает с людьми, а еще и дома заставляет что-то делать, да? Да. Как вы сказали, приседания? 3 ряда здоровья. 3 ряда здоровья. Приседания, Отжимания, пресс. отжимания, пресс. И еще и водичка холодная. Обольетесь обязательно. Обязательно. Это мы Обяз- стараемся, чтобы люди делали. Ну, как бы, мы к себе людей мы не привязываем, стараемся, чтобы люди были самостоятельные. Если где-то пошел в другой зал, то он не может заниматься здесь. Ну, чтобы уже знал, что зачем идет. Вот чем мы от фитнеса отличаемся. Люди приходят в фитнес, сегодня вверх, завтра вниз качают. Это люди Да. хоблы, кровообращение неполное. Мы-то ходим по большому малому кругу, по крови, занимаемся мышцами, но качаем кровь. И идет объем и скорость линейного кровотока. Когда люди просто бегают, допустим, вот йога растягивается, потому что мышцы должны длиннее костей быть, но когда ты без объема крови лечишь, толку не будет. Надо нагнать кровь сначала, потом все растянуть. Тогда толк. Вот здесь мы делаем на МТБ активный стретчинг, много растяжек разных. Вот здесь стоят силового характера тренажеры. На всех тренажерах нужно делать норму. В любом возрасте, сколько вам лет бы не было, 60, 100, 200 лет. Ну и не я говорю, а люди, ученые, физиологи, это констанцию выявили, что человек в любом возрасте должен делать норму на тренажерах. Тогда будут работать глубокие мышцы, человек здоров. Вот даже могу вас сейчас протестировать. Вот сколько вы весите килограмм? Сколько вес? Ой, сейчас вся республика узнает. Ну ладно, немножко Ну, сколько? совсем, ну 52. Ну, 52, считай. При своем весе вы должны делать 80% отсюда. 80%? Вот примерно поставлю, да? Это пока диагностика, я так понимаю, Ну, да? просто поставлю ради интереса, сколько сможете сделать. Нет, 40 килограмм поставлю? А что делать-то? Это ваш нос. Сядьте сюда. Села. Это абдукторы, приведение, отведение. Давай. Я знаю, я ходила в спортзал, так делала. Ножки распрямите. Вот так? Так, сядьте, да. Сядьте. Плотнее, плотнее. К этому нет. Нет, туда, зад прыгни. А у меня роста не хватает. Погоди сейчас. Вот так? Нет, погоди. Так. Отсядь, сядь. Вот Андрей Иванович сразу, то есть так при входе сразу говорит, давай попробуй Так. свои. Бери, бери. Растягивай, растягивай. Растягивай. Я не могу, Андрей Иванович. Вот видишь, нужно, столько еще у вас уже приведение затянуто, вы не можете ноги сдвинуть. Могу, Видишь? с руками могу. Нет, сейчас убери, поставлю вам вес, который вы сможете сделать. Вот так люди, когда приходят, мы делаем диагностику, сколько он может делать для начала, и постепенно приходит к норме. Вот то была моя норма. А сейчас когда вы человек скажете- будет делать норму, ноги прямые, сейчас лучше берем сюда, иди берем. Сядь сюда. Растянись. Растянись до конца. Вдох, Андрей ха Иванович, сюда. Могу. Нет. И нужно растянуться. Растянись, давай. Растягивайся. Далека от в нормы, этой, да? вот в этой ноге Левая уже нет. проблема есть уже. Вы знаете, а я подумала, что я пришла к вам совершенно здоровый, такой молодой организм. На самом деле отстает левая нога, и это сразу было понятно, да? Да. Андрей Иванович, ну а с чего начинают вообще люди, кто приходит к вам впервые? Сначала к нам приходит, если где-то человек лечился, берет свои медицинские выписки, если он в больнице лежал, где-то, и осмотр врача там делаем, в кабинете сидит. То есть там происходит диагностика, та Да. самая. Сначала смотрим длинные мышцы на кушетке, потом на компьютере пропускаем человека, смотрим его глубокие мышцы, ротаторы их называют. Ну, как ЭКГ людям делают, так же самый такой препарат у нас, и смотрим мышцы, выходит такая диаграмма, сейчас я вам покажу. Испытано на себе. Ничего, не бойся, расслабьтесь. Вот видите, вверх у вас забитый уже. Больно, да? Ну, неприятно. Но мышцы вот тугие уже у вас, поверхностные мышцы. Вообще жесткие, каменные просто. Вверху тазобедренного. Не больно? Нет. Так. Все безболезненно, да? Ну, неприятно на икрах было. Так, посмотрим сейчас. Здесь. Так, хорошо. Икры болезненно, да? Да, Тут да. не больно? Здесь нет. А больше икры, да? Икру нужно. Усталость. Даже икры стянуты, видать. Что-то, ну-ка. Ну-ка, это сюда. Вот это что-то похоже сюда входит. Не болезненно, нет? Ну, нет,
Ну, как будто ограничение какое-то здесь. Так, сюда смотри. Лежи, лежи. Не, голову положите. Плечи. Плечи забиты ваши. Сюда, не, сами расслабьте, расслабьте. Вот это, похоже, рука. Так, лягте, встаньте на коленочки. На колени? Встаньте. Руки в пол сюда пройти. Так, теперь прогните. Нет, так, стойте ровненько. Так. Голову поднимите, так. И сюда. Вот так сюда. Снова так. Прогнись. Теперь полшага назад сделайте. Полшага. И грудь положите. Руки прямые. Куда? Грудь положите сюда. Не, руки прямые. Положи грудь. Грудь положи. Прямыми руками. Грудному делу проблема. Видите, тугая. Плохо идет. Сейчас настроим пока аппарат. Сейчас настраиваем. Посмотрим, что у вас там сейчас. Носочки оголили, да? Да. Так, микрофон надо брать пока. Хорошо. Берем правую руку. Не бойтесь. Это когда снимается сердце, да? Ноги поставьте прямо. Нет, так все, со всех. Вот так все. Не бойтесь. Держи низко. Вот так? Пальчиком? Да не, ну просто держи низко, держи. А больно будет? Не. Какие мышцы, активность проверяем мышечную вашу? Глубоких мышц. 26 активных точек этих. Поэтому сейчас их проверим. Руку меняем. Может у вас гипертонус, я не знаю, сейчас посмотрим. Сейчас мальчик был, у него активность слабая, все. Кровь, циркуляция плохая. Нет циркуляции. Тоже проблема. Хорошо. Так, можете носочки одеть. Полных лет он 33, да? Да. 33. И смотреть, где больше у него проблем, там больше проблем. Ну, активность у вас нормальная. Вы человек такой в жизни, ну, не пассивный. Но спазм больше в грудном отделе, шейно-грудного спазмирования. А у меня давно говорили так. Я вообще массаж не подпускаю себе массажиста, потому что мне всегда вот здесь очень... Какие рисунки интересные. Смотрите, вот это, да? Смотрите, товарищи. Диаграмма. Вот это наши все диски, да? С каждой стороны диска расположены мышцы ротаторы, красным показаны. С каждой стороны штуки, их по 23 штуки, 46 штук. Человека 700 мышц, не считая парных. Много очень мышц. И вся проблема в этих мышцах человека. Потому что в мышцах проходит весь пучок сосудистый. Вены, артерии, нервы проходят. Но нервы человека не болят, он только считывает информацию, где нету крови, надо загнать в это место кровь. Кровь мы загоняем, боль уходит. Объем и скорость кровотока мы тут делаем. Вот смотрите, у вас мышечная активность хорошая норма у вас. От 40 до 70 у взрослого человека. У ребенка должна быть 100% активности мышечной. У ребенка. Да. То есть шкала должна быть до 100. До 18 лет. А уже у взрослого человека, да, она должна падать, от 40 до 70 это норма считается. Ну, значит, говорит то, что вы в жизни человек, ну, движение есть у вас. Вы Есть. много не сидите. Сейчас человек сейчас сел, стоит, руль, стол и дела. То есть бывают люди, у которых вот такой показатель 10, 15, 20? Да, ниже бывает даже. Это просто сейчас я вам рассказываю. Человека нам приносит парализованного, у которого ноги отказаны. Ну, сломался позвоночник, у него такая активность. А вы, люди, ходите с такой активностью. Циркуляция крови слабая, ход крови идет слабо, кровь закисляется, и кровообращение идет слабо, и питание органа не получает. Потому что человек, когда мы занимаемся по большому кругу и малому делу, мы заставляем все тело работать, как оно должно быть. Вот это называется функциональный сколиоз, функциональный. Вот за эти рамки у здорового человека не должно уходить. У вас весь спазм стоит с левой стороны, глубоких мышц, ротаторов вот этих. А, сколиоз. Нет, функциональный за счет мышц. Ведь у вас она должна нога чуть длиннее, но за счет мышц. То, что не то, что кривая там совсем, да, у вас кость кривая. То, что мышцы здесь спазмированы с левой стороны, и вы, ну, это как бы вы не специально так делаете, а как бы уже так как ваше тело привыкло ходить, глубокие мышцы ваши больше как бы спазмированы с левой стороны. Я жила У здорового 33 человека. года и не знала, что у меня одна нога длиннее другой, представляете? Ну, за счет спазма стоит там такое, видите, вот тут вот не за эти рамки не должно уходить. Человек, когда к нам приходит, начинает заниматься, потихоньку спазм уходит, ну и нормальный. Но у ребенка
сколиоз лечится только до 13 лет, потому что идет зона роста только до 13 идет. А потом уже кость формируется, и только за счет мышц можем ну, как бы это подкорректировать. Вот эти все наши позвонки, которые расположены, вот эти сегменты, да? Вот шейный отдел. Первый, второй зоне норма, уже третий, четвертый у вас стоит спазм глубоких мышц. Вот, смотрите, первая, вторая, а это вот позвонки. Третий, четвертый, да, уже, это, да, наши позвонки. И вот смотри, дальше идет уже вроде в зоне пятой в зоне нормы, шестой в зоне нормы, седьмой дряблый, да, но здесь идет одной ровной линии. Просто по-простому говорю, сердце, допустим, бьется, да, сердце уже все, человек умер. И также, когда 3 и более позвонков идет одной ровной линии, мышечная кома. Вот это головокружение и головные боли, и вот гипертония может быть, ну, подниматься, да, вот видите, здесь мышцы первый и седьмой как бы спазмирован, да, дряблый, то есть. Поэтому могут головокружение, шум в ушах, может быть, просто человеку говорю, да. Бывает. И вот развивается гипертония, потому что здесь мышцы и дрябла, и плюс мышечная кома, мышцы не работают, кровь не качает, стоят на месте. 70% с вами заниматься надо верхней части тела, и 30% нижней части тела. Мы занимаемся всем телом сразу. Допустим, проблема, если в ногах есть, и без рук ноги не вылечишь. Ну, да, допустим, рука, нога, так идет крест-накрест. Руки параллельно, ноги параллельно. Поэтому, В общем, у меня все проблемы находятся наверху. ну да, ну надо все равно все тело работать. Да. Не просто, если просто одним низом Ну, заниматься, просто толку не упор будет. делать наверх. 70% сверху делать, да. Ну и ногами, и пресс тоже обязательно делать надо. Потому что пресс же это диафрагма наша работает, делит нашу грудную клетку между нижней частью тела. Вот так, дорогие друзья, проходит функциональная активность ПДС. Ну что, Андрей Иванович, пройдемте, наверное, уже тогда непосредственно в сам зал и попробуем под вашим руководством все-таки испытать на себе те самые упражнения, которые в идеале при регулярности привели бы меня к стопроцентному Вот вы состоянию правильно- здоровья. Да, вот вы правильно сказали. Человек заниматься должен регулярно, всю свою жизнь будет жить 150 лет. Не у нас, так где-то. Вот так, золотые слова. Пойдемте. Испытано на себе. Диагностику я прошла, конечно, терминология для меня, возможно, непонятна, но я хочу прямо сейчас на тренажерах сама на деле испытать, в чем же есть у меня проблемы, какие есть проблемы. Ну а самое главное, я бы хотела услышать комментарий специалиста. И Андрей Иванович, я думаю, в этом мне поможет. Ну что, Андрей Иванович... Вот начинает так. Человек, когда приходит, допустим, такие одевают у нас манжеты на ноги. Это я видела тоже в фитнес-зале, было такое. Да, да. Ага. Допустим, человек пришел к нам первый раз. Первый раз. Ну, гипертоник, возраст, там еще какие-то проблемы, молодой человек. Мы сразу начинаем сверху, запускаем в работу сердца. Здесь садимся. А, то есть сверху упражнения, правильно? Получается, вы во время тренировки делаете прям, то есть комплексно, да? То есть сверху донизу вы делаете упражнения. Мы работаем по всему. Допустим, человек пришел с ногой проблемной, допустим, левая нога, у вас проблема это рука. Так наши мышцы расположены. Ноги так параллельно, руки, ноги так. Крест-накрест. И вот, допустим, гипертония у человека, да, первый раз занимается, ну сразу у него может голова поехать. Поэтому запускаем работу сердца, аорту кровь закидываем. Угу. Так, микрофон сейчас уберу. Вверх. Легла. Берем шаг хватом, ноги подальше сюда. Как? Так? Вот так, крепко держи. Не, погоди. Прямую руку делаем. Прямой? Пошире, берем пошире. Пошире. Голову положите, не бойтесь. Ой. Расслабьте руку. А нам кажется, влетит Я сейчас. держу. Не бойтесь. Растягивайте. Вдох тут делаем. На выдохе. Руки нужно так держать. Крепко. Все, крепко держи. Вы только не отпускайте, Нет. а то он мне сейчас в лицо прилетит. Вдох. Напряги мышцы. Ха. Нет. Вот когда руки на улице мерзнут, доходит такое. Не кень. Как насос. Вдох. Не слышу. Вдох носом, выдох ртом. Глубоко не дышим, а вдохе не думаем. Не фу, а ха. А, все. При этой ха работает диафрагма. Когда ху-хе, она не работает. Давайте вес уберем пока. Так, подождите, да, мне очень тяжело. Так, еще раз вдох через нос. И потом... Вдох, не думай. А вдохе сразу не думаем. Вдох носом пройдет, а выдыхаем. Нет, глубоко слишком. Смотри. Уже голова закружилась. Надышала себя глубоко. Надышалась глубоко. Когда полуверху делаем, чтобы лицо было видно, растянулось на выдохе. Толкай. Ха. Не ху, а ха. Ха. Вдох. Растянулось. Ха. Да. Вдох. Растянись. Ха сюда. Вдох. Ха.
Лучше так, старайся ровно держать, давай. Так? Кисти ровно, чтобы были с предплечьем ровно. Давай. Вдох, растянись. Ха, сюда. Да. А это для чего делать? Это плечи. Что запускаем? Для шейного дела. Для шейного отдела. Сейчас, Так. стой, стоим, погоди. Дави всем телом. Дави. Садись. О, опять тяжело. Теперь смотри. Не, руки постой, не торопись. Так. Руки прямые. Не сгибай. Да. Вот так, ома. Глубоко не дыши. Ну так, вставай ты. Тихонько. Все, теперь уже здесь все ощущается, да, потихонечку. Еще идем куда-то. Делаем на грудь, сделаем, потом пойдем сюда. Так, веса такие небольшие делаем. Да. И на каждом тренажере вы должны делать норму. Вот при вашем весе, смотрите, тут где стоит норма. Мужчины и женщины сколько ставят. При вашем весе вы должны делать 30 килограмм. Я должна делать, но вы мне должна делать 30, но вы мне сейчас поставите, конечно же, не то, что я должна, а чуть меньше. Покажи. О, подождите. Ну так, садитесь сюда. Сюда ногой сюда давите. И сразу стартуете. Опустились, руки прямые, растянулись. На всех тренажерах можно делать 15 раз, а на МТБ 20 раз делать надо. Так, Ха вперед. Не, рано дышите. Смотри, локти, кисти ровно с предплечьем. Плечо должно параллельно глаз идти. так? Параллельно глаз. а где ж мои Вдох. глаза? Ха сюда. Растянись. Ха. Локоть опустили. Поднимите. Вот так, да. Вот все. Параллельно глаз. Ха. Нужно покласть. Это очень Вот, тяжело. тело есть такое? Налево. Ну, достаточно. Левая сторона, да, у меня слабенькая? Вот так Вот так меня. Ротировано туда. Это что значит? Ну, Плохо. так, развернуто вот туда. Сидите вот так маленько. Да, это плохо. Ну, сюда идем. То есть я должна ходить на кинезиотерапию. И вот так, то есть начинается тренировочка, все потихонечку делаете, и потом свой результат контролируете сами, да, получается? Ну, то есть Мы наблюдаем за людьми, да. вы наблюдаете и какой-то ведете, видимо, дневник, да? Программа выздоровления у нас там специально выходит. Сколько там, и каждый раз, если человек уже делает там 15, помаленьку вес добавляем, чтобы человек пришел к норме. Норму будет на тренировках делать, будут работать глубокие мышцы, ротаторы называют. И всю жизнь человек там должен собой заниматься. Не у нас так где-то всю свою жизнь. Тогда будет здоровым человеком, от врачей не будет зависеть. То есть теоретически вы здесь человеку даете такие некие установки, да? С которыми он потом может пойти и простой, да, в фитнес-зал и уже Да. заниматься там. Вот чем мы отнесем фитнес. Человек приходит на фитнес, да, вверх прокачал сегодня, трицепс, бицепс, все, ноги не идет. Зад идет там, спину пресс качает, только нету. Вот мы зачем прессом занимаемся? Для чего человеку нужен пресс? Вы знаете, нет? Для красоты? Вот все так говорят. Для На самом красоты? деле, пресс наш иммунитет же у нас работает. Это фильтр наш, печень, почки работает, ЖКТ хорошо работает. И когда циркуляция крови хорошая, иммунитет хороший там, вот, от этого. Это же наш как бы мозг, он даже главный над этим мозгом. Если кишечник здоров, человек здоров. Если там не в порядке, проблема у человека будет. И вот человек, когда растет, случилось ему там, ребенок, может, не родился с аритмией, с гипертонией не родился, ни с астмой, ни с чем не родился. Идет там, шевелится, бегает, да, допустим, да. И вот компенсация, природа все сглаживает. Стало ему 30 лет, ой, что-то щелкнул в спине, побежал к врачу, таблетки, уколы, мази. Вот так у меня Заместо- уже произошло. Заместо, чтобы пошел массажик сделал, позанимался, кровь пустил. Мне 62 года, мне ничего не болит, я к врачам не хожу. Если мне бывают такие, и такие бывают неплохие, но я один-два восстанавливаюсь, таблетки я не пью. Каждый день занимаюсь рядом, у меня дома бочка стоит, вон, купель ныряю, каждый день, неделю у меня баня, и обязательно вода холодная. И вот когда человек ходит в сауну, допустим, да, из гипертонии может ходить, человек же не будет там до утра париться, он-то знает, а многие врачу еще приходят, вот тебе нельзя в баню ходить, а чем он тебе не скажет? Вот врач, подойди, какая тебе сила твоих рук, ног? Спроси, он вам не скажет. Вот сила рук, ног, столько, рук столько, ног столько, допустим, да? Мы знаем. Ты же не будешь там сидеть до утра в этой сауне, а лечение идет не столько, сколько там пропарился, 5, кто-то 7 минут, кто-то 10. Идет эффект лечения, когда ты ныряешь в ледяную воду, идет сокращение мышечных вот этих волокон, там сократились, кровоток улучшается, а глубокие мышцы в это время расслабляются, и тепло становится. Лечение там идет. Больные клетки погибают, а здоровая клетка еще здоровее становится. Ну это наше как сравнение с землетрясением. Случилось землетрясение в городе. Дома порушились, попадали. Люди приходят, площадку чистят всю и строят новый дом. Также мы должны сначала ваши структуры биологические доразрушить, клетки ваши больные. Кому-то надо
12 часов, кому 36 часов занятий понадобится, чтобы это... Сначала все заболит, как будто тебя палкой все избили, а потом это мышечная боль уходит. Даже могут хронические заболевания, как маленькое обостриться, но это не опасно. И потом идет оздоровление новых здоровых клеток. И мы получаем, увеличим красный костный мозг, где много эритроцитов, где здоровья много. Человек болеет, это идет окисление крови, желтый костный мозг увеличивается. А когда даже коронный, это же кислая кровь, поэтому даже нормально. Испытано на себе. Это называется кранчи, как бы скручивание, да? Ну, 5 килограмм поставлю. Чем больше пресса делать, тем лучше. Я вам сейчас покажу, что делать. Там ничего не делалось. Не? Кстати, ничего не будет. Не, вы сядьте сюда. Так покажу. Ноги под валик, руки берем сюда. Не бойтесь, не бойтесь. Голову согните и ногами, и руками на себя тянем. Сгибай ноги, тяни сюда. Ха сюда. Куда? Ха сюда. Вот так. Ха. Ха. Ха сюда. Низ. Ха. Да, вес не клади. Во, молодец. Ну, молодец. Хорошо. Это пресс работает хорошо для лимфотока, и мы загоняем в правое сердце кровь сейчас. Поднимаем кверху. О, хорошо, молодец. Хватит. Так, теперь еще сейчас спину укрепим. Это называется гиперэкстензия. У нас специально 45 градусов стоит. Здесь ложимся сюда. Вот так. Прямой спиной. Голову не качаем, спина прямая. Растянулись. Не горбать ее так. Прямой спиной. И идем до уровня ног только. Сюда. Выше не перезагиб не делаем. Ложитесь смелее. Головки, руки все положите. Погоди. Руки на положите. Так. Спинка прямая, поворот поднят. Наклоняем тело. Пойдем наверх. Ха. Дальше не ходи. Растянись. Ха. Вот так, молодец. Во. Ну, это как бы упражнение антистатическое. Человек уже хочет в статике целый раз, да? Наклоны туда-сюда. Мне кто бывает, иногда даже голова кружится, но это проходит. Не страшно. Когда правильно делать, дыханием. И такие упражнения можно делать людям в пожилом возрасте? Даже нужно. И детям? И детям даже, конечно. А я думала, это только вот фитнес-залы. Не, там бывает такая 90 градусов, это как 45 градусов, как бы реабилитационная она. Ну и 45 градусов стоит, поэтому она более такая безопасная. Сейчас здесь, вот так, смотри, сядь сюда. Ой, извини. Сели, смотри, вот так, руки поставили, как на парте. Не надо елозить так. Села, растянула грудное отдел, прямо села и на выдохе удержала маленько, растянулась, таз не лозит, вдох. Это как раз вот шейно-грудное отдел работает. Для шеи хорошо. Садимся сюда. Ножки сюда ставим. Как на парту сядь. Погоди, как на парту сядь. Вот так сядьте. Как на парту. Погоди, прямо спина. Присядь. Все. Теперь смотри, наклони голову, растянись, да. Голову распрямила, спину распрямила, голову подняла. Теперь отводи, зад отводи. Ха. Выдох делай. Нет. Смотри, погоди. Далеко не ходи. Даже когда я делаю в холостую, уже не пойдет. Когда правильно. Нет. Параллельно глаз. Параллельно. Тяни. Ха туда. Да. И снова растянись, погоди. Растянись. Таз не лозит. Погоди, сядь туда. Давай. Растяни спину. Во. Не. Вот так. Голову подними теперь. Спину распрями. Спину выпрямляем спину. Делаем. Ха. Тело не отрываем. Да. Растянись. Во. Спина прямая. Выдыхаем. Ха. Да. Сразу выдыхаем. Видишь, не лозит, таз не лозит. Да, все, да. Первый спину распрямляем, голову поднимаем. Ха. Распрямим спину. Не лозь тазом, опять не лозишь. Рано. Сначала спину распрямим. Прямой спиной сначала. Давай, прямая, не торопись. Теперь делай. Ха. Выдох. Больно. Вот, видишь. 2 упражнения мы делаем, нужно сделать глоток воды. Обязательно. Когда мы выдыхаем, мы теряем с миокарда влагу, как выдох когда делаем. Сейчас уже вспотело. Хорошо, видишь? Да. Уже пошло. Да, уже циркуляция пошла. И в конце мы делаем уже наше, как бы, вот это упражнение. Ну, когда человек уже долго к нам ходит, да, мы делаем такие вот упражнения. Ну, сейчас я сам скучил, вам поменьше сделаю. Это будет сильная растяжка идти. Шейно-грудного отдела. Но сначала мы начинаем, когда кто-то не ходит, сначала мы стоя делаем, приучаем к сустав, а потом уже делаем 2 руки. Я покажу сначала. Это уже в конце приходим сюда.
Это вот маятник, мы крутим сначала. Боковую мышцу растягиваем, маятник. Некоторые потом, это дело кому-то мы даем, кому-то не даем. Не спины растягиваем, а потом уже в конце он скручивается. И выдыхаем. Но сначала человек, когда приходит, мы ему даем стоя, проверяем суставы его. Сейчас вам сначала стоя сделаем, небольшой вес. Допустим, берем 20 килограмм, правая рука, значит, правая нога. Так стоишь, ногу вперед и сюда. Всегда выдыхаем. Держи, нет, держи. Правую руку. Как так? Палочку нужно берем. Рука прямая. Туда иди. Так. Все. Тело разверни. Прямой ногой туда. Да, смотришь сюда. Погоди. Смотришь сюда. Выкручивай сустав. Куда? Туда, во, давай, выкручивай. Ха. Да, выкручивай. Ха. Да. Смотришь сюда. Ну, нормально, давай. Еще раз сделай. Теперь другую руку делай. Да, давай. Держи другой рукой. Вытянулись. Вот, хорошо, давай. Ножка левая вперед, левая. Смотришь сюда, давай. Ха. Сильно не крути. Во. Ха, сюда. Ха. Когда выходишь, так, давай. Ха. Так, ну хорошо, можем сейчас с вами 2 руки скрутить, стоя. Вы нормально спадетесь. Плечи хоть затянуты, но вот это нормально. На сколько 20 грамм? На сколько стоит? 20, да? Ага. 20. Там берите, я вам подам. Нет, там берите. Держи. Так. Давай на коленки вставайте. Не бойся, смелее. Вот смотри. Что в этом случае? Наклони. Это мы тянем Что? плечи, шейно-грудной растягиваем отдел. И грудь давай. Скручивай руки. Вот, да, вот, во, наклони голову. Голова наклоняется. Во. Бедра распрямляем, голова наклонена. Давай, 3-4. Ха. Молодец. Ха. Выдох сюда. Тянет, ага. О, молодец. Хорошо. Ну, еще раз, а то за раз все заболит. Молодец. Хорошо. Встаем. Не все потеряно еще. Ой, мамочки, прости. Ничего сейчас. Ну так, это уже в конце, когда люди позанимаются, все, циркуляция пошла, скрутили и пошли домой. Испытано на себе. Как мы уже говорили, кинезиотерапией занимаются от мала до велика. И сегодня во время своей тренировки я встретила здесь давнюю знакомую. Это Наталья Владимировна. Она является врачом анти-эйдж медицины, то есть противовозрастной медицины, если быть более точнее. Да? Вот расскажите, Наталья Владимировна, как вы сюда попали и почему выбрали именно этот зал? Ну, так как я именно этой проблемой занимаюсь, да, профилактикой и антивозрастной медициной, я понимаю, какие возрастные заболевания встречаются с возрастом. Чаще всего после 60, после 70 это проблема остеопороза, проблема саркопении и проблема падений. Вот, человек падает и ломает. Здесь очень важно понимать, что мы с возрастом идет физиологическое снижение мышечной массы. Вот у меня, например, сейчас спрашивают, 65 лет в тренажерный зал, с какой стати? Ну да, многие, наверное, удивляются, да, с чего вдруг 65 вы пошли в тренажерный зал, думают, что это тренажерка. Да. Я никогда не ходила в такие вот силовые нагрузки, я никогда не делала, да? Да и не надо, наверное, не надо, да. Но важно же грамотно к этому делу подходить, и важно понимать силу, нагрузку, которую задает тренер. Поэтому вот я, когда выбирала, именно нашла тот тренажер, где я могла принимать соответствующую моему возрасту, моему функциональному состоянию те нагрузки, которые дает тренер или специалист. И важно здесь понимать, что здесь работает системность подхода, мне очень важно. Я посетила несколько тренажеров, где урывками занимаются на различные группы мышц, а здесь самое главное — это важность, системность. И второе — это понятие, когда микроциркуляция, вот Андрей Иванович рассказал о проблеме микроциркуляции, когда сокращается мышца, отдельная группа мышц, то идет очень хорошая микроциркуляция, таким образом кровоснабжаются все органы системы намного лучше. Вот. И сколько лет вы уже ходите сюда, или месяцев, возможно? Пока? Я год. Год ходите? Да. Результат какой? Вот от чего, возможно, избавились от каких-то заболеваний? Может быть, сбавили в весе? Может быть, вообще о чем-то забыли? В общем, я чувствовать стала намного лучше. У меня прибавилось силы. Кстати, надо понимать, я занимаюсь не только силовыми нагрузками, я работаю над балансом своим, потому что это профилактика падений, и это растяжкой.
дома, это гибкость. Потому что возрастные изменения – это гибкость, баланс должен быть и сила мышц, чтобы на старости лет, 80-90 лет, чтобы человек не лежал. Потому что вы же видите людей, которые с шаткой походкой ходят. Да, Это все. Это значит человек, у которого мышцы плохо работают. И профилактик падений, вот такие же как раз люди, они падают и ломают кости. Костя, ну это очень ужасно звучит. Но я думаю, вам, да, вот благодаря таким упражнениям это не грозит вообще, да? То есть и вы выглядите очень хорошо в Ну, я своей... стараюсь. Да. Потому что это проблема баланса тоже, это тоже отдельная работа. Вот. И мышечную массу я терять не хочу. И с возрастом это борьба за мышцы, я так считаю. Ага. Ну давайте наглядно покажем, что умеет у нас Наталья Владимировна, на каких тренажерах. Я даже не буду вступать с ней в какие-то состязания, потому что я больше чем уверена, что те вот такие силовые, тот груз, который будет поднимать она, я точно не осилю, да? Но вот с легкостью, посмотрите, человек приходит и занимается. Давайте полюбуемся. Но здесь же я работаю по программе же, да. То, что делает, мне задают какую программу, по той программе работаю. Вот этот тренажер мне очень нравится. Почему? Потому что проблема женских – это кровообращение малого круга кровообращения, профилактика заболеваний, профилактика онкологии, микроциркуляция улучшается, поэтому мне очень нравится. Хотя мне тяжело. Когда я пришла, мой тазобедренный сустав вообще плохо работал. Вот эти вот растяжки, которые вот эти вот, вообще я не могла выполнять. Вот сзади, который тренажерка стоит, я вообще не могла. Вот эти вот. Сила мышц, оказывается, очень, как сказать, глубокие мышцы вообще, оказывается, мои не работали. И мне Андрей Иванович сейчас говорит, я работаю на уровне там 10-12-летнего возраста. Вот. Дело в том, что человек, когда падает с высоты своего роста, он не должен ломать свои кости. Вот. Да. Вот это вот когда укрепляются мышцы, и сила мышц, она должна быть, особенно глубокие мышцы, они должны работать. А у меня они вообще не работали. Сейчас работает? Ну, я надеюсь, лучше стало, намного лучше стало. Давайте, покажите нам пару упражнений. Пару упражнений. Ну, вот это упражнение, которое, да, Которое вам раньше не давалось. это мне раньше не давалось, но сейчас намного лучше. Вначале я вот так вот только делала, на этом уровне только работала. Сейчас у меня уже растягивается, вот видите, насколько на 30 градусов у меня уже увеличился объем моей растяжки. И вот, и здесь очень важно с дыханием же, очень правильно следить за дыханием. Когда мы выдыхаем, на выдохе мы расслабляемся, и вот эти вот объем растяжки, оно намного больше увеличивается. Вот это мне очень нравится. И у меня объем действительно где-то на 30-35 градусов увеличилось. Вот так. Ну а вы здесь часто бываете, да, и, наверное, видели многих людей, кто сюда приходит. Зачастую это кто? Это молодежь, это дети, это люди взрослого возраста. И вот на ваш взгляд, кому это больше, ну, вот, нужно, необходимо заниматься гимназией? Вообще нужен все, да? Важно, но почему-то у нас, мы люди такое существо, которое только когда приспичит, после того, как мы заболеваем, или когда постоянно боль заставляет нас задуматься, что-то нужно делать. Дело в том, что некоторые люди об этом даже не задумываются. Вот в моем возрасте, например, все спрашивают, с какой стати вам вот тренажерка и с какой стати силовые нагрузки. Я считаю, что это очень важная часть в жизни человека для сохранения мышечной массы. Вот это очень важная часть. Вот. То есть и сюда приходят люди после каких-то травм, да? Да, но это те, которые травмы получили, это отдельная группа лиц. Второе, это та группа лиц, которая вот с остеохондрозом, это основная группа людей. И третья группа, это те люди, которые приходят сюда осознанно. Вот, они понимают, что это нужно, сохранить свое здоровье, и вот с этой целью, которые осознанные люди. К сожалению, мне кажется, таких маловато. Но Андрей Иванович, может, скажет. В основном человек приходит, когда он болен. Действительно. Вот, да. А в профилактических целях редко кто об этом задумывается. Да, нужно делать раньше. Движение спасло человека. Человека сделало человеком, от обезьяны отличалось тем, что мы стали двигаться. Двигаться вот так вот, вертикально. Поэтому мы должны каждую свою еду должны зарабатывать своим движением.
Хорошо, спасибо большое вам, Наталья Владимировна. Мы желаем вам крепкого здоровья. И, конечно, благодарны вам вот за то, что сегодня показали нам пару упражнений. Ну и, конечно, восхищаемся вашей молодостью и красотой. Ой, спасибо. Дорогие друзья, напоминаю вам о том, что кинезиотерапия – это не упор на какую-то определенную группу мышц. Здесь вы разрабатываете полностью все тело. И сегодня я вместе со специалистом решила показать вам лишь некоторую часть. Это всего лишь несколько упражнений. На самом деле в течение тренировки человек проходит практически все эти тренажеры и поэтапно разрабатывает все тело. Вот этим, наверное, и отличается кинезиотерапия от стандартного фитнес-зала, либо от лечебной физкультуры, да. И я бы хотела сказать огромное спасибо Андрею Ивановичу. Ну, конечно, помучил меня. Помучил, так сказать, хорошо. Ну, нормально. Да, но действительно, я знала, что у меня есть проблемы со спиной, что у меня здесь, значит, спазм и так далее, и так далее. Я убедилась в этом, вы действительно диагностировали это все верно. И благодаря вот таким упражнениям, примерно через какое время, да, допустим, ну хотя бы примерно, я пришла бы в норму. Вот если бы я ходила, с какой регулярностью к вам? Вот когда будете делать норму на тренажерах, на все группы мышц, да, станьте здоровым. Все по-разному достигают. Кому-то на полгода, кому-то год, а кому-то кто-то через 3 года достигает. Но если человек занимается постоянно, плюс дома делает ряду, плюс себя, ну, водой закаляет холодной, ну, не закаление, как бы... В тонусе держит. Себя в тонусе держит, да. Может быстро за год достигнуть. А еще кушать нельзя много, да? И да, поменьше кушать, побольше двигаться. Побольше двигаться. Человек сейчас сел, стоит. Вся жизнь человека содержится в этом. Спасибо вам большое, спасибо за вот такую небольшую экскурсию по вашему замечательному заведению. Ну и, конечно, глядя на вас, мы понимаем, что спорт – это все-таки сила, спорт – это жизнь, и движение обязательно должно быть постоянным, активным. И самое главное, вот, пожалуйста, наглядный пример для подражания. Ну вот мы, короче, занимаемся мышцами, но занимаемся мы кровью. Заставляем работать большой малый круг. Не просто мы качаем мышцы, мы качаем кровь. И все здоровье в крови человека. Эти кровь нормальная циркуляция, человек здоров. Слабая циркуляция, человек больной. Спасибо вам большое. Будьте здоровы. Ага. До свидания. Увидимся. Как сказали наши герои сегодня, движение – это сила. И сегодня мы побывали вот в такой необычной тренажерке. Еще раз напоминаю, это физкультурно-оздоровительный центр «Кинезис», где занимаются кинезиотерапией. Берегите себя, будьте здоровы, увидимся.